Различные исполнители сменяли друг друга на сцене до тех пор, пока главный стадион республики не встретил бурными овациями финального факелоносца. Эстафету Рамзану Кадырову передала певица Диана Гурцкая. Прямо сейчас на экранах вы видите в прямом эфире передачу Олимпийского огня от предпоследнего факелоносца эстафеты. Известная российская певица Диана Гурцкая передает пламя эстафеты главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Под ваши овации, друзья, мы приветствуем финального факелоносца эстафеты Чеченской Республики. Рамзан Ахматович Кадыров, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, ордена мужества и ордена Ахмата Хаджи Кадырова, награжден медалью за воинскую доблесть, медалью защитника Чеченской Республики, заслуженного защитника прав человека и многими другими наградами. Рамзан Ахматович Кадыров имеет звание генерал-майора полиции и является лауреатом премии «Россиянин года» в номинации «Во имя жизни на земле». Удостоен звания почетный гражданин Чеченской Республики, заслуженный работник физической культуры, человек года, заслуженный строитель Чеченской Республики. Рамзан Кадыров с отличием окончил Махачкалинский институт бизнеса и права по специальности юриспруденция и является кандидатом экономических наук. Также глава республики является почетным членом Российской академии естественных наук, почетным профессором Чеченского государственного университета и современной гуманитарной академии, почетным президентом футбольного клуба «Терек». Рамзан Кадыров систематически занимается спортом, особенно увлекается футболом и боксом, является мастером спорта по боксу. 5 апреля 2007 года Рамзан Ахматович Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики. 4 года спустя он вновь был избран главой региона. И вот уже 7 лет Рамзан Кадыров уверенно ведет республику по пути мирного и созидательного развития. Эта команда продолжает начатый первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым курс. Курс, главная задача которого – служение на благо народа во имя процветания республики и нашей общей родины России. Руководство страны высоко оценило роль Рамзана Ахматовича Кадырова в укреплении российской государственности. О Рамзане Кадырове неизменно говорят как о настоящем патриоте родного края и России, сильном и мужественном человеке. Сегодня регион является одним из самых спокойных и безопасных в России. Республика реализует грандиозные по своим масштабам проекты, такие как строительство горнолыжного курорта мирового уровня «Ведучи», туристического комплекса «Казино Ан», спортивно-оздоровительного комплекса «Грозненское море» и многие другие. Сделать невозможное возможным – это и есть девиз программы действия главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который отдает все свои силы главной цели – построить такую республику, которой гордились бы будущие поколения. Мы приветствуем финального факелоносца эстафеты, главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, выше руки, громче аплодисменты! В церемонии зажжения городской чаши Олимпийского огня участвует и младший сын главы региона Адам Кадыров. Дорогие друзья, наступает торжественный момент зажжения чаши Олимпийского огня. Чаша Олимпийского огня в городе Грозный зажжена! Ваши овации!
друзья, слово для приветствия предоставляется главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Ассаламу алейкум! Дорогие друзья, совсем немного времени осталось до старта зимних Олимпийских игр в городе Сочи 2014. Страна живет в ожидании большого спортивного праздника, к которому готовилась уже несколько лет. Этот праздник с каждым днем все ближе и ближе. И вот сегодня он вместе с Олимпийским огнем пришел на улицы Грозного. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров учил нас тому, что не нужно жить мечтами, их нужно воплощать в жизнь. Для нас, как и для всей России, Олимпиада – это сбывшая мечта. Это событие, способное объединить всех жителей нашей великой страны. Олимпийский огонь успел побывать почти во всех уголках России. Он зажег в сердцах миллионов людей стремление к единству. Это путь укрепления мира и согласия всех народов мира, к объединению людей ради цели развития и процветания всех стран. Я верю, что Сочинская Олимпиада станет одной из самых ярких страниц в истории мирового спорта. Я верю, что наша великая держава Россия удивит весь мир высокой организацией Олимпийских игр, масштабами и красотой их проведения. Дорогие друзья, давайте все вместе поприветствуем в Грозном огонь Олимпийских игр в Сочи 2014. Пусть он горит ярче от горячего чеченского гостеприимства и тепла наших сердец. Да здравствует Россия! Да здравствует Путин! Да здравствует Олимпиада! Россия, привет! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! После общей фотографии с факелоносцами глава республики ответил на вопросы журналистов, освещавших эстафету Олимпийского огня. Я хочу сказать первое спасибо оргкомитету, который организовал так красиво, организованно. Я очень благодарен им. Я хочу поблагодарить всего чеченского народа, от всех россиян. Если я это не могу, потому что сегодня вы все видели, что десятки сотни тысяч людей вышли и поприветствовали наш Олимпийский огонь. Это история спорта, это история нашей великой страны. Поэтому для нас это все, потому что мы возрождаем наше государство, проводя такие спортивные, культурные мероприятия. Мы экономически становимся на ноги. Пусть наши враги оставят все при себе, а мы будем возрождаться. Хочу поздравить всех с наступающим днем Олимпиады и хочу, чтобы наши спортсмены выигрывали и первое место заняли в общем зачете и каждом. Все факелоносцы волнуются, а вы волновались? Я, так сказать, даже в шоке, не знаю, даже я волновался, не волновался. Это для меня продолжение той дела, которое начал наш президент Владимир Путин, наш Ахмат Кадыров. Это наведение конституционного порядка в Чеченской Республике, в частности, на Кавказе, это спокойствие государства Российской Федерации. Поэтому я больше был в шоке, я больше рад тому, что сегодня мы продолжаем то великое дело служения народа. Затем главная сцена дня представила гостям концертную программу. Артисты репетировали с самого утра. Начинающие танцоры исполняли элементы греческого танца. Это, пожалуй, первый случай, когда на Ахмат-арене наблюдается такое смешение культур. А чуть позже на сцене зазвучала уже совсем неожиданная композиция. Русская народная «Течет ручей» в исполнении Макки Межиевой приобрела неповторимый колорит. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. У Дианы Гурцкая сегодня было сразу два ответственных момента. Помимо передачи эстафеты главному факелоносцу, она также выступила перед чеченскими зрителями. Исполнительница говорит, что сама выбрала Грозный. Приезжая сюда, я всегда ощущаю теплоту, любовь, доброту, чистоту. И это всегда радует, в принципе. В это же время в помещениях Ахмат-арены выстроилась целая очередь из участников эстафеты. Они обратно получают факелы, которые теперь уже в целях безопасности освободили от оставшегося газа. Екатерина Курышева вспоминает, что ей попался очень горючий материал. Огонь не потух, он наоборот не хотел тухнуть в моем факеле, когда я уже передала эстафету Олимпийского огня Идрису. Но никаких эксцессов не было, я не подскользнулась, несмотря на то, что было скользко, не упала, но страшно волновалась. Председатель Союза писателей наверняка был одним из самых заметных факелоносцев. Я получал огонь от Асхаба Закриева, от зампредседателя парламента,
а передавал огонь молодому нашему будущему олимпийскому чемпиону, борцу Идрису. И мне было очень приятно, что вот, такая вот смена поколений. Писатели, депутаты Госдумы, спортсмены – ничего в них сегодня не выдавало ни профессий, ни должностей. Форма стала еще одним объединяющим фактором эстафеты. Размеры одежды уточняли заранее. Особенно красиво у нас вице-премьер выглядит, который дороги делает. Да. Ему вообще в пору форма пришлась. Как ощущения от эстафеты? Просто дал хуш дать. 500 метров дал рош, весь их садок. Прошли расстояние, как дороги свои оцениваете? Не все дик барды он, городской балахды он. Но зато Рамзан Ахматович поддержал он. Так, с легкой пробежкой, да. При поддержке Рамзана Ахматовича вот реальное ощущение было, что ты летишь. Чуть подальше собралась уже другая спортивная группа факелоносцев, чемпион мира по боксу, победитель Олимпийских игр и министр спорта. Кстати, специально следили и за тем, чтобы огонь не потух. Хранители огня, у них были специальные там ключики, которые поворачивают и зажигают от этого огня. Не, вообще, мы так, я лично подготовился, так, одето, тепло был. Министр спорта Хасмагомед Хизриев отметил, что его ведомство поставило задачу подготовить теперь олимпийских чемпионов по зимним видам спорта. Собираемся строить Ледовый дворец, будем воспитывать хоккейную команду. Будут у нас и все зимние виды, потому что у нас сейчас открывается новый проект ведущий, который по горным лыжам. Так что у нас, если к следующей Олимпиаде не будет спортсменов, то через Олимпиаду у нас будет спортсменов уже зимних. Возможность пронести олимпийский огонь по Грозному была представлена 82 людям, 77 из которых выходцы из Чеченской республики. 5 человек были отобраны оргкомитетом Олимпиады в Сочи. Одной из них стала петербурженка Татьяна Бобровская. Я сейчас работаю в Олимстрое, в компании, которая строит Сочи. И нам доверили такую честь пронести огонь, и можно было выбрать какой-нибудь регион России, где можно это сделать. И я выбрала Грозный, потому что мне было очень интересно посмотреть, как выглядит республика сейчас. И это очень-очень красивое место, очень дружелюбное. Одним из последних аккордов эстафеты огня в Грозном стал гимн Олимпиады, который был исполнен сводным хором Чечни. А затем произошло гашение чаши. Это тоже отдельный ритуал. Огонь с помощью лучины переместили в лампаду. В ней он продолжит свое шествие по городам страны, пока не дойдет до Сочи, столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Аза Исаева, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.